Журналисты продолжают уличать вице-премьера Эдиля Байсалова в попытках манипулировать информацией. На этот раз издание Булак КГ проанализировало высказывания одиозного вице-премьера относительно задержанных активистов из Комитета по защите Кемпер-Абада. В Твиттере Байсалов написал буквально следующее, цитирую: «Переведи это на американский и послушай, как ваши грантополучатели замышляют свергнуть демократическое правительство». Конец цитаты. Байсалов имел в виду распространенные неизвестными лицами аудиозаписи разговоров якобы тех самых активистов. Эти аудиозаписи с расшифровками и изображениями предполагаемых участников разговора распространялись в интернет-сетях сразу после ареста активистов. Почему Эдиль Байсалов манипулятор? Читаем Уголовный кодекс. Статья 278. Массовые беспорядки. Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Вывод. Во-первых, презумпцию невиновности никто не отменял. До проведения официальной экспертизы на предмет монтажа и подлинности голоса нельзя однозначно утверждать о причастности к этим записям задержанных активистов. Каждый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана судом. Интересно, что незначительные признаки призывов к массовым беспорядкам содержатся только в разговоре, который приписывается Кенишбеку Дюйшибаеву и Бектуру Асанову. В прослушке разговоров иных участников собрания нет даже намека на организацию беспорядков или захват власти. Почему задержаны они? Потому что выражали несогласие с передачей Кемпер-Абада, но Конституция Кыргызской Республики дает каждому право на свободу выражения своего мнения, свободу мирных собраний, и никто не может быть принужден к отказу от своего мнения. При этом Кенишбек Дюйшибаев и Бектур Асанов являются политиками, но никак не грантополучателями. Вердикт. Эдиль Байсалов нарушил конституционный принцип презумпции невиновности, а также использовал манипуляцию, назвав на основе аудиоролика с Кенишбеком Дюйшибаевым и Бектуром Асановым всех обвиняемых грантополучателями и фактически обвинив их в попытке захвата власти.